Абхазия находится в таком геополитическом раскладе сил, в котором проходят глобальные интересы. В контексте происходящих процессов в мире национальная безопасность нашей страны может пошатнуться, уверяют эксперты. Замминистра иностранных дел Абхазии Иракли Тужба считает, что нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий. Но мы все понимаем, о чем и о ком идет речь, когда говорят о втором фронте. Естественно, мы очень пристально и внимательно следим за всеми этими заявлениями и событиями, которые развиваются в Грузии. Мы обращаем внимание, что на Грузию также оказывается определенное давление со стороны Соединенных Штатов и ряда других западных стран. В частности, мы слышим, что заявление председателя правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе в адрес посла Соединенных Штатов о том, что посольство США и американские дипломаты в целом оказывают серьезное давление на грузинское руководство с тем, чтобы Грузия открыла так называемый второй фронт. В этом контексте, конечно, нам нужно быть готовыми к любым возможным вариантам развития событий. Украина и Запад вынуждают Грузию открыть второй фронт. Действительно ли есть вызовы для нашей республики? Недавнее заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о возможном референдуме по вопросам открытия второго фронта настораживает абхазское общество. Постоянные учения НАТО и наращивание военных бюджетов в Тбилиси подтверждают эти опасения. При этом стоит отметить, что официально Тбилиси не поддерживает подобную идею. Нынешние грузинские власти, они все-таки более трезво смотрят на происходящие события, и мы видим, что вот в нынешней, в текущей ситуации Грузия, как вы знаете, не присоединилась к тем санкциям, которые были введены в отношении нашего стратегического партнера. Грузия продолжает вести активную торговлю с Российской Федерацией. И поэтому я думаю, что все-таки определенные выводы грузинское руководство, безусловно, делает, и они объективно оценивают свои возможности и свои силы. Сказал, а потом пожалел. Ошарашив новостью о референдуме, Кобахидзе заявил, что это некий сарказм с долей иронии. А может, грузины хотели проверить реакцию России? Эта ситуация выглядит немного комичной, конечно, и для политика столь высокого уровня, мне кажется, что немного несерьезно выглядит подобного рода заявление. Все-таки надо придерживаться определенной линии, но для нас, я думаю, позитивно выглядят те сигналы, что они, по крайней мере, делают заявление, грузинские власти делают заявление о отсутствии у них каких-либо намерений открывать второй фронт и решать вопрос своих территориальных претензий силовым путем. На сайте абхазского телевидения грузины очень активны, особенно в последнее время. В комментариях они грозятся войной. У нас есть определенные надежды, что со временем все-таки наши грузинские оппоненты созреют до того, чтобы выстраивать цивилизованные отношения с нашей республикой. Нам нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. Нужно учитывать тот факт, что Грузия свои претензии сохраняет на нашу территорию. Грузия активно проводит ту политику милитаризации, которая сегодня есть. И в этом смысле эта угроза все-таки сохраняется. Грузия одна из немногих стран бывшего постсоветского пространства, которая обладает собственным военно-промышленным комплексом. Грузия производит собственные виды современных вооружений. В Грузии на регулярной основе происходят военные учения под эгидой НАТО. Соединенные Штаты оказывают максимальную поддержку Грузии в вопросах вооружений, в вопросах модернизации грузинской армии. Естественно, все это вызывает очень большие опасения у нас, и мы в качестве ответной меры будем наращивать и укреплять наше двустороннее взаимодействие с Российской Федерацией. Внешние военные угрозы общие как и для России, так и для Абхазии. Именно поэтому важно концентрировать свои возможности в сфере безопасности. В Черноморском регионе регулярно проходят совместные учения спецслужб Абхазии и России с привлечением большого количества специальной техники. В рамках военно-технического сотрудничества модернизируются и обновляются вооруженные силы Абхазии. Нам нужно прежде всего рассчитывать на собственные ресурсы,
несмотря на то, что они у нас, может быть, в какой-то степени ограничены, но тем не менее мы исходим из своих собственных ресурсов, но при этом мы полагаемся на помощь и поддержку нашего стратегического партнера Российской Федерации. В этом свете вы знаете, что у нас подписаны ряд соглашений в военной области, в соответствии с которыми Российская Федерация взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Республики Абхазия. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.